Еўрарадыё.FM. Прывітанне ўсім слухачам Еўрарадыё. Мы ў жывым эфіры. Трансляцыю з нашай студыі можна глядзець таксама ў сацыяльных сетках Facebook, ВКонтакте, Аднакласнікі, а таксама праз наш канал на YouTube. Гэта стартапніца, сумесны праект Еўрарадыё і Бел.біз пра дзёрзкіх беларускіх прадпрымальнікаў і інвестараў, якія ўкладаюць у іх грошы. Сёння, па-першае, навіны такія. Да нас спазняецца крыху Юлія, яна далучыцца да эфіра крыху пазней. А па-другое, у нас даволі незвычайны і нестандартны стартап. Гэта стартап Roadkit, які дапамагае кіроўцам рамантаваць аўто без падману, разумнае прыкладанне для пошуку аўтамабільных запчастак і яго рухавік, бізнесовец Артём Радаман у нас сёння ў студыі. Прывітанне, Артём. Здравствуйте. А чаму я сказаў, што гэта стартап незвычайны? Таму што гэта стартап, на мою думку, пражывае зусім іншае жыццё, да, чым тыя стартапы, чым тыя праекты і прыкладанні, якія звычайна гасцююць тут у нас у стартапніцы. Нема бізнес-інкубатараў, я так разумею, нема экспертнай супольнасці, эка-клімат стартапа, ўсё гэта недзе у баку ад вашай працы. Я правильно? Да, излагаю. В целом, да, и это исключительно, наверное, видение мое и моей команды, как нужно действовать. Поэтому, забегая вперед, скажу, что, наверное, только благодаря нашей команде, которая есть, это все дело, в принципе, стало возможным. То есть, мое мнение здесь такое. Самое главное, что команда поддерживает, а во всем остальном это уже дело практики. Артём, распавядзіце, як усё пачыналася? Начиналось все как-то очень прозаично, да, то есть у меня было производство, и в один прекрасный момент, как все это понимают, предприниматель, как-то схлопнулось это производство, и пришел момент тяжелый экономический, когда надо было где-то что-то как-то экономить. У меня самого машина там не новая, и в момент, когда она начала выходить из строя, в частности, подшипники начали гудеть очень сильно, надо было найти их дешевле, и когда я начал искать, я потратил 3 часа. 3 часа времени, когда это перемножил на то время, которое у меня было, когда я зарабатывал деньги, я сэкономил, да, вопросов нету, но, сколько я потратил времени, и это уже была не экономия, это был какой-то трэш. Но вот оттуда и пошла эта идея, что надо как-то это все дело систематизировать, потому что один мне говорит, что стоимость одной запчасти, эта же запчасть, кто-то говорит 30 рублей, другой говорит 50, третий 70, и репу чешешь, думаешь, господи, а почему, в чем разница? А разница только в том, чтобы кто-то хочет больше заработать, кто-то меньше. Вот и все. Есть же разные ситуации, есть разные автомобили, в принципе, для одних дорожей, для інших танней. Мы кажем про абсолютно... Это одна и та же запчасть одного и того же бренда. Это даже не то, что вы берете, условно говоря, бренд Brembo, да, и какой-то не знаю, Патрон условно, да, хотя они плюс-минус они по качеству более-менее нормальные. Это один и тот же патрон, который стоит, у одного стоит 30 рублей подшипник, у другого 35, у третьего 50. И логичный вопрос, почему? Но на этот вопрос ответ я так и не нашел, к сожалению, ни одного из предпринимателей, которые мне предлагали эти запчасти. Круто то, что вы, мне здаецца, зараз размаўляеце про настолькі вялікі рынок аўтааматараў, рынок кіроўцаў. Усім рано ці позна даводзіцца рамантаваць аўто, некаторыя гэта робяць пастаянна, да, ўсё жыццё, значыцца, да, і ўсе набываюць запчасткі. Гэта вялікі рынок, я так разумею, 5 гадоў таму, калі вы задумалі стартап, быў абсолютно не заняты. Цікава, як так атрымалася? Знаете, во-первых, я про рынок не думал. Абсолютно. То есть, какой он миллиарды, миллионы, может быть, 100 тысяч, это такое субъективное было для меня понимание. Для меня была четко поставлена цель, что что-то надо поменять. Я когда производство задумал, у меня была идея, чтобы это производство знали все. Пусть не во всем мире, но хотя бы в континенте понимали, что есть такое производство в Беларуси, которое выпускает классную продукцию. И когда оно закрылось, просто для меня уже стало пределом. Да? И идея-то осталась сделать что-то глобальное. И вот я из этого исходил. То есть я понял, что это надо делать. Здесь нужно что-то менять. Сделать так, чтобы об этом знали, слышали, понимали и знали, что это прежде всего белорусское, что это, в принципе, ребята, которые из-под пола вышли, условно. До нас долучилась Юлия. Привет, Юлия. Да, здравствуйте. Юлия, не могу не запытаться у тебя, часто ты сутыкаешься с необходностью
ремонтовать автомобиль. Я, к счастью, не часто с этой необходимостью З гэтым сталкиваюсь. спраўляюцца іншыя людзі Да, нейкія, да? безусловно. А яны, вось у іх ёсць такая праблема? Як вы падбіраеце запчасткі, як вы іх шукаеце? Не ведаеш. Ну, я, к счастью, вообще не погружена Счастливый в ты эти все человек. вопросы, да, я счастливый человек, но вопрос к Артему у меня все-таки есть. Так. Да, скажите, пожалуйста, вот я ознакомилась с проектом, но я не совсем понимаю, вот чем вы отличаетесь, например, просто от интернет-магазина, да, и почему вы стартап? Ну, почему мы стартап? Потому что мы стартап. Ну, Ну, тем не менее. Что вы закладываете в стартап? В нашем случае, если говорить с финансовой модели, которая у нас сейчас существует, ну, мы, наверное, уже не стартап, да, то есть, потому что мы уже имеем выручку какую-то, мы уже имеем какой-то стабильный поток пользователей. Если говорить о ситуации в целом, то мы, наверное, стартап, потому что мы лезем в ту нишу, которая еще, ну, вообще неизведанная, да, то есть мы заходим в сферу мобильных приложений непосредственно как бы для узкого сегмента людей, то есть для автовладельцев, то есть это стартап. Можно? Ну, я не соглашусь, если честно, но тем не менее, хорошо, объясните все-таки, чем то, что вы делаете, отличается от любого другого интернет-магазина, который торгует автозапчастями? Объясню. Значит, у каждого интернет-магазина, давайте возьмем такой пример. Вот, допустим, берем 10 интернет-магазинов. Вы хотите сравнить цены от этих 10 интернет-магазинов. Вам нужно в каждый интернет-магазин позвонить. Это как минимум. Я уже молчу про то, что, может быть, ВИН-код там вбить и так далее. Позвонить, связаться с менеджером, пообщаться и так далее. Это все занимает время, потому что вы, например, как человек несведущий, вам скажите, купите тормозные колодки, и это, бог с ним, пусть не тормозные колодки. Я вам скажу так, датчик маховика, ой, не маховика, а коленвала. Вы можете назвать Для меня любой пример, маховик- потому что для мне меня все маховик, равно, да. что колодки, Для меня что для Юли маховик. маховик – это гриб. Я так Ну, щиро скажем скажу, так, покуль что. Да, есть это датчик я не коленвала, я вот поясню, почему именно он. И вы без специалиста не определите никогда в жизни, ну, как его купить. Даже если вы зайдете в интернет-магазин непосредственно, вы не найдете там просто датчик коленвала. Хорошо, Это- возможно, я не совсем корректно сформулировала вопрос. Чем вы отличаетесь от платформы агрегатора вроде онлайнер, где тоже они могут оптимизировать свои запросы под то, Я чтобы можно я и было пытаюсь найти ответить на коленный вопрос. вал. Я или пытаюсь что-то найти еще. вопрос. Дело в том, что, хорошо, я зайду немножко с другой стороны. Обслуживание автомобиля, почему профессионалы сидят? Потому что там есть техническая терминология как минимум, да, то есть вы ж, допустим, кто-то занимается химией, да, вы же там ну, что-нибудь такое загнет, у вас там мозги поплывут, потому что, ну, как скажет, и там хоть стой, хоть падай. Здесь ситуация плюс-минус похожая. Есть четкие народные названия, назовем так, запчастей. Да? Вот если мы говорим про датчик коленвала, да, это народное название. Если мы говорим про шрус, это народное название. Но есть техническая терминология. Датчик коленвала – это датчик контроля скорости вращения маховика. Шрус – шарнир равных угловых скоростей. И вот эта вот техническая терминология, которая выносит всем мозг напрочь, да, она везде, во всех каталогах присутствует, во всех магазинах. То есть если вы не разбираетесь, у вас два варианта. Либо звонить в магазин и каждому звонить, узнавать. Я уже молчу про ценовое образование, к этому мы вернемся. Либо каким-то образом пытаться в этом каталоге, не знаю, каким непостижимым образом найти все-таки этот несведущий датчик коленвала и сказать: о боги, наконец-то. Понимаете, у нас все это упрощено. У нас каталог, который вы, не имея образования абсолютно никакого, не зная, что такое автомобиль, вы сказали: нужен датчик коленвала. Да, 3 секунды, у вас есть все цены. Плюс ко всему, магазин работает, ну, 1, ну, 2, ну, может быть, 3 поставщика – это максимум. Больше они не работают, потому что им нужно выполнять планы и так далее, чтобы сохранять свою ценовую категорию. У нас другой подход. Мы работаем со всеми поставщиками. И мы не говорим, что там у нас такие цены. Конкретно у определенных поставщиков, если у него этих запчастей есть у 5 поставщиков, то вы увидите у всех этих поставщиков эти цены. Плюс ко всему, за счет налогообложения, которое мы достигли, то есть оптимизации налогообложения, за счет там, юридических моментов, мы сократили налогооблагаемую базу, что позволило нам значительно снизить цену. То есть при прочих равных мы реально выше на голову любого интернет-магазина. И я уже молчу про то, что интернет-магазин-то вам нужно приехать в определенное место. В нашем случае у нас есть пункты выдачи товара, плюс ко всему почтоматы будем подключать к этому всему делу. И вы можете, возвращаясь там, к этим почтоматам, 24/7 забрать свой товар где хотите. В магазине у вас, к сожалению, такого не получится. Да. Юля, а Всё, какие для коленвал. тебя вот формальные прыкметы стартапа? Мы высветлялі гэта, калі у нас тут быў гітэніс з Літвы, да, мы слухали, якія у літоўскага ўрада, да, а там до 5 гадоў, мне здаецца, нейкі невялікі штат і гэтак далей. Вось што цябе засмучае у тым, як выглядае род кіт
Да? Ну, я Чему ты предлагаю к думаешь, этому что это не вопросу стартап? вернуться чуть позже, потому что у меня есть все-таки несколько вот уточняющих вопросов по сказанному. Вы звучите очень убедительно. Коленные валы я буду искать и вас, когда возникнет такая необходимость, и шурузы тоже. Вот. Но вопрос, а какой у вас есть какое у вас временное преимущество вот с точки зрения этого умного поиска относительно там того же онлайнера или 21 века? То есть они тоже могут, в общем-то, поработать со своей вот этой всей системой, да, и так, чтобы вот на сайте онлайнера можно было искать шрус, например. Вы здорово заметили, я вам скажу одну вещь. Для того, чтобы онлайнеру... Онлайнер очень крупный, вопросов нету, да, то есть у него там крупные сервера и так далее. Но специфика автомобильной тематики, она не дает возможность просто вот, там зайти с кондачка, да, то есть вот пришел человек, говорит, я хочу. Не получится. Чтобы вы понимали, у нас работает 4 сервера. Эти 4 сервера собирают информацию. Один там берет информацию о машине, второй берет информацию о том, какие запчасти подходят, третий берет информацию, компонует все это дело в одну кучу, а четвертый отправляет там, условно на этих поставщиков. Для того, чтобы онлайнер так заработал, ему нужно взять, посадить специалистов, причем замотивированных. Не просто там человек, который разбирается, да, именно замотивирован. То есть мы люди замотивированы, команда замотивирована. Ну, почему вы думаете, что в онлайне люди не замотивированы? Я не говорю, что... Позвольте, я не говорил, что они там не замотивированы. Я не думаю так. Но они тоже могут посадить замотивированных людей и вуаля, там через месяц у них получится. Але пакуль не посадили. Значит, у них другие в каталоге приоритеты. онлайнера зараз набрал шрус, ничего не знайдзе. не Да? найдете. На барахолке, Ну, на барахолке есть. Там, где люди один за одним, и вот, как вы кажете, народное описание. Терминология, да. Терминология, какая уживается поміж людьми. Там есть. Временной промежуток. Возвращаемся к этому разговору. Смотрите, для того, чтобы это... Вот ключевой момент. Шрус, один шрус, одним моим номером, да, он не может там... Ну, подходит, может, на 2-3 автомобиля. Но также, вот, например, там, возьмите там Hyundai какой-нибудь, там, Solaris, да, для того, чтобы подобрать на него шрус, вот вам в онлайнере, это нужно создать целую экосистему, условно так назовем. То есть я должен зайти в онлайнер, набрать шрус, и конкретно к этому автомобилю мне должен дать номер. Вот для того, чтобы вам вбить все эти параметры, ну, нужно создать гараж. Онлайнер может это сделать, вопросов нету, но будет ли он это делать, это раз. Второй момент, онлайнер все-таки это площадка, вы уже знаете, ну, разницу, да, мы более узкоспециализированы, я уже повторюсь. И в нашем случае, когда мы говорим про шрус, вам даже набирать не надо. Вот я для примера, там, если вы хотите, я вам сейчас могу там в 2 словах показать, пока там загрузится, я буду объяснять, пояснять. Вот, ну вот простой пример. Вот берем тормозные колодки. И вот здесь вам сразу выпадет список всех, которые к вам подходят. А в онлайнер даже это будете делать. Это, ну, тормозные знаете, колодки, я это вообще позиция. с вами не согласна, но у нас мало времени, поэтому я не буду вдаваться в эту подробности. Но можете вот рассказать, вы озвучили такую интересную мысль о том, что вы оптимизировали налогообложение, там что-то законодательной базы. Вот развейте эту тему, что у вас получилось? Мы на самом деле, чтобы понимали, ну, есть там для простоты понимания, да, то есть есть выручка компании, там есть операционный доход. Вот мы планируем платить при входе в ПВТ 1%. То есть если все, условно, там, берут там, вход 100 рублей, продают за 115, они с 15 рублей платят НДС, налог на прибыль, то в нашем случае мы платим только с этих 15 рублей, там, пока это 5%, в дальнейшем это будет 1%. Законодательство позволяет это сделать, но тут шаг влево, шаг вправо, расстрел. И мы к этому вопросу подошли настолько четко, мы разработали всю нашу документацию юридическую, которая позволяет нам это делать. Вот с точки зрения налогообложения мы очень более выигрышны. И если кто-то отдает там, НДС, кто-то отдает налог на прибыль, там, допустим, там, с 15 4 рубля кому-то отдал, ну, государству, не кому-то государству, то мы отдаем 1 рубль. Мяне яшчэ вельмі прывабіла то, што вы сказалі, стварыць гараж. Онлайнер можа стварыць гараж. Ну, это такое. Это як бы асабісты кабінет. У вас у прыкладанні, я так разумею, называется гараж. Типа профіль, дзе ты вбіваеш свой аўтамабіль, да, і адпаведна менавіта пад яго і шукаюцца запчасткі. Верно. Вот, стварыць гараж. Это як гульня уже. Да, но такой момент онлайнер тоже может стать резидентом ПВТ и платить меньше налогов. Можа, але чему он этого не робить? Ну, потому что, значит, это их не приоритет, но насколько это сильно конкурентное преимущество. Хорошо, Реал Бай тоже резидент ПВТ, между прочим. Ответьте на вопрос. Я, может быть, совсем глобально замахнусь. Почему Amazon стал самой крупной компанией в мире? Это очень много факторов. Сабры, вот. Упершыню, у нас тоже много факторов. Упершыню Юлии задали вопрос, а не Юлия задала вопрос в нашей программе. Мы вернемся до гэтай размовы праз кароткі выпуск навінаў літаральна праз 2 хвіліны. Мы планавалі размаўляць пра стартап Roadkit, але мы пакуль што размаўляем пра бізнес-гандлю аўтазапчасткамі ў Беларусі. У прынцыпе, гэта вытлумачальна, але, спадзяюся, пагаворым і пра сам стартап хаця б крышачку, а зараз навіны.
Еўрарадыё. Гэта толькі актуальная інфармацыя аналітыка, музыка і крытыка. Мы незалежная крыніца інфармацыі ў тваім рэальным жыцці. Мы першае рок-радыё Беларусі. Мы 24 гадзіны ў інтэрнэце і на спадарожніках. Еўрарадыё. Час ведаць, што адбываецца. Еўрарадыё. Час ведаць, што адбываецца. Запрашаю на кароткі выпуск навінаў. Пры мікрафоне Ліза Кучаравая. Вітаю. Сёння адбылася інаўгурацыя новага прэзідэнта Літвы Гітанаса Наўседы. Ён прынёс прысягу ў парламенце і уступіў на пасаду прэзідэнта. Наўседа банкір і эканаміст паводле адукацыі. Ён стане 6-м прэзідэнтам Літвы. Вядома, што Гітанас Наўседа плануе палепшыць дыялог з Беларуссю. З 2 лютага 2020 года за атрыманне шэнгенскай візы давядзецца заплаціць 80 еўра. Рашэнне Савета Еўрасаюза па зменах у візавы кодекс апублікаванае ў афіцыйным часопісе ЕС. Змены ўключаюць палягчэнне працэдуры атрымання візы, а таксама падаражэнне шэнгена з 60 да 80 еўра. Віза для дзяцей ад 6 да 12 гадоў будзе каштаваць 40 еўра. Падчас паводкі ў Расіі затапіла вёску, заснаваную беларусамі. Вёска па-берагі ў Іркутскай вобласці Расіі моцна пацярпела ад нядаўняй паводкі. Гэтае паселішча ў 1904 годзе заснавалі высланыя беларусы. Іх нашчадкі жывуць там і цяпер. Спачатку хаты стаялі вышэй, а потым іх перанеслі на бераг ракі. Уладзімір Макей раскрытыкаваў жонку за тэлеэфір на беларускай мове. У інтэрв'ю газеце СБ «Беларусь сегодня» Вера Полякова, жонка міністра замежных спраў нашай краіны, распавяла пра рэакцыю мужа на яе эфір на беларускай мове. Паводле яе слоў, Макей ужо ў першай падводцы жонкі пачуў 3 памылкі і сказаў, што ёсць да чаго імкнуцца. Вера Полякова нават расплакалася ад смутку. Больш інфармацыі запрашаем чытаць на euraраdio.fm і заставацца на нашых хвалях. Euraраdio.fm. Вяртаемся ў студыю Еўрарадыё. Мы ў жывым эфіры. Гэта стартапніца. У студыі Юлія Нехай. Прывітанне, Юлія. І наш госць гэта сёння Артём Радаман, кіраўнік праекта Roadkit, які дапамагае кіроўцам шукаць аўтазапчасткі. Прывітанне яшчэ раз. Артём, у прынцыпе, падчас навінаў мы абмеркавалі, чаму ўсё ж такі Артём лічыць магчымым назваць стартапам свой проект, а Юлія... Я интересовалась. Да. Почему? Всё ж не таки очень не. понятно. Вось, ты пагаджаешься с тлумачэннямі Артёма? Можно назвать стартапом? Ці ўсё ж таки нельга? Ну, я не на все свои вопросы получила ответы. То есть, на самом деле, наверное, что-то вот есть какое-то, что-то спрятанное еще, да, в такой вот мешке. У меня такой еще вот вопрос. Я прочитала о том, что вы в разработку вложили около $300 000, и сейчас вы оцениваетесь в $1 миллион, да? Обычно стартапы, которые подаются, например, ну, есть разные акселераторы, например, такой вот есть известный акселератор старта, он в Нью-Йорке находится, они понимают, в принципе, стартапы, которые оценивают на уровне 2 миллионов. То есть, если он оценивается ниже, они его, в общем-то, и не берут. И при этом очевидно, что многие эти вот стартапы, в их разработку не было вложено 300 000. Вот. То есть можете пояснить, вот во что вы столько денег потратили? Ну, если говорить уже о финансовой стороне вопроса, то это 300 000 неживыми деньгами, важно понимать. Да? Ну, давайте простой, там, может быть, параллельный пример. Вот если я занимаюсь чем-то, да, я получаю потенциальный доход. Условно говоря, там, у меня какой-то есть бизнес, я там зарабатываю, например, $2000 в месяц. Возникает вполне логичный вопрос. Если я этим не занимаюсь, а занимаюсь, например, там, другим проектом, но я оттуда не получаю деньги, ни оттуда, ни оттуда, это вложение? Ну вот вопрос. Если время перевести в деньги, это будет вложение? В моем понимании будет. И в понимании, в принципе, любого человека, любого предпринимателя, это вложение. Мы потратили не только свои деньги, но и свое время. И плюс деньги, которые нам уже приносили инвесторы там, на стадии старта. В 300 000 весь, ну, сумма такая субъективная, да, то есть она может быть и 500 000, да, то есть там никто не посчитает уже, потому что, чтобы вы понимали, вот позапрошлом месяце, вот лично я из своего кармана больше 3500 положил. Вот. И сказать, что мы там 300 или 500 или 700, тоже так сложно. Оценка в 1 миллион тоже субъективная. А почему субъективная? Потому что с кем мы не общаемся по поводу финансирования. Кто оценил 1 миллион? Это чья? Непосредственно, когда мы говорили, вот, например, с одним из фондов, да, нам сказали конкретно, вот вы сейчас стоите $1 миллион. Я говорю, почему?
Ну, вот у вас такая выручка. Дорастете до выручки, например, там, доходность там, 3000, будете стоить 3 миллиона. То бок Почему? оценка- Капитализации такого нету. Как бы, почему? Ну, как бы приняли Ну, это вы как согласны с аксиому. этой оценкой? Или И нет? да, Сама и да, и 1500 нет. Если мы стоит. говорим про команду, да, я считаю, что она бесценна. Да. Если мы говорим про финансовую сторону вопроса, ну, нет, не согласен, потому что она должна быть меньше. Но опять же, во что прежде, что такое проект? Да? Можно сколько угодно говорить, что это хорошее мобильное приложение, если за спиной нет там команды, которая с этим работает, то он не стоит вообще ничего. Ну, согласитесь, да? Если брать среднюю составляющую, то минус вот это, может быть, будет, да, миллион. Поэтому мнение такое субъективное, как бы, я считаю, что прежде всего это ценность вот Хорошо, сама да. команда. Ну, вот все-таки мне не дает вопрос с этими карданными валами, или как их там называют. Коленвал. Коленные? Ну, карданы что же есть вроде. И карданные, и коленные, Ну оно вот, всё это хорошо, есть, да. конечно, да. А если все-таки вот онлайнер или 21 век, у которого тоже есть приложение, и я специально посмотрела перед эфиром 100 тысяч скачиваний, если они тоже ведут такой вот умный так называемый поиск, да, какое будет у вас конкурентное преимущество? Знаете, очень сложно сейчас ответить. Я, вот, честно говоря, у меня Ну, ответа в на этот этом, в вопрос общем-то, и нету. суть стартапа. Я То есть, согласен. ну, да. Смотрите, я вам приведу немножко другой пример. Да? Вот повторить нас может любой. Но это механику... плохо. Секунду, нет. Я имею в виду, говорю про непосредственно там, то, что вы видите внешне. Но механику внутри, для того, чтобы кто-то повторил, у вас не получится. Простой пример. Для того, чтобы заработал онлайнер в том виде, в котором есть сейчас, и использовать те механизмы, которые у него есть сегодня, у него запросы будут идти в среднем 40-50 секунд, для того, чтобы получить вам информацию, выборку по всем поставщикам. Мы добились 8, максимум 12 секунд на запросы в 700 позиций, да, по тем же самым тормозным колодкам. Это наша вещь, которую мы никому никогда в жизни не передадим. И это техническая сторона вопроса, почему там 3-4 сервиса работают, да, почему они там работают так или иначе, а почему не один. Это вот именно техническая сторона вопроса. Почему я говорю, что внешне онлайнер повторить сможет. Но возникает вопрос. Вы зайдете, я уже молчу там про гараж, про все остальное, вы зайдете на онлайнер, и вы получите через 50, 60, там, 70 секунд да, выдачу по запчастям, или вы зайдете к нам и получите через 3-4 секунды. Есть разница? Да, но я, если честно, не готова здесь вот как-то полемизировать, поскольку вот эти вот вопросы производительности сайта, поиска, они вот А что, совсем... слухайте, так, а спрабаваў хто-нибудь вас паўтарыць? Вот, ну, онлайнер не спрабаваў пакуль што. Ну, допустим, может, да? у него это просто не в приоритетах. Напэўна, так і ёсць. Ну да. Да. Скажем так, чтобы конкретно в то, что мы делаем, да, то есть, ну, я, например, случаев не слышал, Ну, не хто знаю. ваши канкурэнты? Ёсць іншыя прыкладанні, вось менавіта не буйныя, да, такія як онлайнер, а такія ж прыкладанні, які трэба ўсталяваць там для пошуку аўтазапчастак, я не ведаю, СТА, там страхоўкі і іншыя сервісы для аўтааматараў. Ну вот смотрите, вот конкретно то, что делаем мы сейчас только начали с запчастей, да, то есть у нас есть там то, что мы хотим добавить, там автосервисы и Я так читаю, далее, што у так вас далее. 6 прадуктаў мяркуецца, але працуе пакуль што толькі Да, один гэта требование, запчасткі, да. вот это вопрос требования рынка. Значит, есть Exist, да, который, в принципе, плюс-минус наш конкурент. Вопрос подхода, конечно, это такой спорный Они момент. где находятся? В Беларуси? Это российские российские. компании, они в Беларуси здесь схлопнулись, там, ну, и по моим данным, там и в России не все хорошо. То есть мы сейчас конкретно в эту нишу лезем, мы понимаем, что нам делать, только мы делаем на порядок выше. По автосервисам Carfix, вот то, что вот, и ремонт, Carfix как бы там, ну, я не буду давать оценок, да, то есть он не совсем правильно он это начал делать. То есть конкурент именно в том, что тоже у них есть мобильное приложение? Или в чем? Они, да, и мобильное приложение, они пошли плюс-минус в эту нишу, но... И в том, что они предлагают предложения от большого количества производителей, посредников и прочее, да? Я тебе говорю, То есть вот в Carfix чем и ремонт суть это больше конкуренции? заточен на автосервис, именно на ремонт. Вот понимаете, почему мы пошли в автозапчасти? Вопрос ментальности, да? У нас там, ну, готовы отдавать в автосервис, так вот не глядя, 15-20% человек. Это максимум, наверное, да? То есть, ну пусть там 25. Потому что, ну почему? Потому что есть недоверие. Простой пример. Друг в Москве спрашиваю, как ты обслуживаешь машину? Говорит, ты знаешь, до абсурда доходит. Он едет на рынок, покупает там колодки, едет на фирменный центр. Я говорю, в чем прикол? Говорит, понимаешь, мне это поставят, ну не буду выражаться, да, поставят там, ну, плохие. Я вообще не понимаю, говорю, в чем логика? Говорит, обман. Я говорю, хорошо, а почему ты вот непосредственно через нас готов это делать? Говорит, ну, здесь я понимаю, кое-что покупаю, я вижу, вплоть до того, что документы. Я говорю,
почему ты не используешь коэффициент ремонта? Я говорю, ну, мне неинтересно, потому что они там обманывают, еще раз обманывают. Да? То бок людзі не гатовыя выбіраць аўтасервіс дыстанцыйна праз прыкладанне, Да, але они боятся. гатовыя замаўляць запчасткі, таму што я не ведаю. Верно. Ўжо прызвычаліся нешта замаўляць праз інтэрнэт. И к вопросу о том, что делать онлайн, есть простой пример. Не буду называть белорусский тоже проект, да, то есть они прям пишут конкретно, мы не несем ответственности за формирование цены того, что есть в нашем приложении. Ё-моё, ну как так-то? То есть вы даете информацию, вы даже не несете ответственности за эту информацию. То есть если я кому-то звоню, говорю, вот у меня есть там тормозные колодки, у тебя там есть тормозные колодки, например, за 100 рублей, он говорит, ты знаешь, нет, продали. Или там за 120, а не за 100 рублей. Понятное дело, зачем мне к нему обращаться, к этому сервису тогда? Но в моем понимании, в классическом моем понимании, если я за что-то берусь, я должен делать это на 100%. Если я не могу сделать на 100%, я лучше браться не буду. Да, я согласна с вами. Очень здорово, что у вас такая позиция. А вот еще один момент, который меня очень так заинтриговал, это то, что вы планируете привлечь инвестиции в размере $3 миллионов. Да? А вот эта сумма достаточно неплохая даже вот для европейских, американских стартапов, а для белорусских это вообще такая весьма существенная. Вот, Rocket Data, которые к нам приходили, они 500 тысяч привлекли, и это, да. Вот, то есть на что вы планируете их потратить, почему такая сумма? Это вообще венчурные инвестиции или это прямые инвестиции? Вот можете рассказать? И насколько вообще вот у вас это во сколько раз это увеличит вашу выручку и, соответственно, улучшение показателей по каким-то важным метрикам? Ну, вот просто, чтобы вы понимали, я уезжал из офиса, мы с моим там сотрудником, коллегой как раз проводили расчет такой, ну, негативно-позитивный на самом худшем варианте. Там еще сложно там высчитать все эти моменты, которые там есть у нас. По нашим данным, мы привлекая в районе $3 миллионов, мы на третий год заработаем уже 7. То есть это цифры, которые основаны на тех данных, которые есть уже сейчас. Это негативный или позитивный? Это негативно-позитивный, так назовем. Ладно. Как это негативно-позитивно? Объясню. Это средний некий вариант, да? Простой пример. Наполовину полон или уже пуст? Сейчас поясню, чтобы было понимание. Сложность нашего расчета в чем? Расчета. С нами пользователи остаются долгое время. Сколько раз он обратится, вопрос очень такой спорный. Да? То есть мы считаем, что он обратится к нам 3 раза в год. Ну, у вас вообще какой ретеншн получается? Он такой, ну, возврат клиента. Я понимаю, о чем вы говорите. То есть, ну, я пока тоже не готов сказать точные цифры, да, но на сегодняшний момент... Слушайте, вас это инвесторы должны спрашивать, это первый мы вопрос. Сейчас на данный момент эти все метрики сводим к единому значению, да, то есть, чтобы вы понимали, то, что мы сейчас видим, у нас у самих вот так вот волосы дымом поднимаются, простая причина, потому что из тех пользователей, которые есть, некоторые заказывают по 5-6 раз. И возврат в среднем идет 40-50%. То есть, это цифры, которые, мы говорим эти цифры, нам никто, мы сами не верим. Вот, то есть показано, что у 2500 пользователей прирост, а заказов было там на эти 2500, которые был прирост, уже было порядка 300. Возникает вполне логичный вопрос, как они сформировались. Когда начинаем проверять, как они формируются, да, человек заказал один раз, там, допустим, там, на 10 рублей, да, через неделю он заказывает на 300, еще через неделю, там, допустим, на 150. И в чем, и как посчитать, непонятно. То есть мы считаем, исходя из того, что он 3 раза в год обращается, а по факту он обращается уже 3 раза в месяц. И как эту цифру вывести? И мы взяли простой по поводу просчета, негативно-позитивный сценарий. Мы пошли вообще простым путем. Думаю, да ну в баню не высчитаешь никак. Мы просто берем это количество пользователей, ежемесячно обращается 5-7%. И когда мы посчитали, у нас получается при 50 тысяч у нас обращение, допустим, 2500 в месяц, но при расчете 3 раза в год у нас получается там в районе 7-8 тысяч в месяц. И как вывести цифру? Вот негативный сценарий 2500, позитивный сценарий 7 тысяч обращений в месяц. Поэтому, ну, это я же говорю, почему я говорю, что это структура, куда мы сейчас влезли, мы, ну, как говорят, знаете, пацаны, ящик Пандоры открыли. То есть мы не понимаем сами, куда мы идем. То есть мы понимаем, что мы хотим, у нас четкое понимание, четкая цель, мы знаем, что мы хотим сделать, но и что из этого всего получится, пока еще никому не известно. То есть, и даже нам непонятно. Поэтому мы посчитали какой-то минимальный такой пессимистичный сценарий, который возможен. Теперь, куда потратятся деньги, мы примерно прикинули. Вход в город в районе $25 тысяч, это на 7-8 месяц идет окупаемость его, города не менее 500 тысяч населения, и большой поток денежных средств будет направлен на формирование
есть так понимание, ну, их назвали там почтоматы, так назовем, да, если знаете, вот Белпочта, которая выдает эти вот посылки через почтоматы. Мы хотим сделать вот ровно то же самое, только запчастями. Вот поставить его на улице, и чтобы вы 24/7 никому не зависели абсолютно ни от кого. Вы пришли, забрали свою запчасть, поехали домой. Почтоматы вы устанавливаете? Мы, разумеется. Ну, я производственник, я знаю, как работать с листовым металлом. Просто он в России стоит 10 тысяч, я его сделал за 4. Вот. И я знаю, что для этого надо, я знаю, как это все сделать, как это все реализовать, как это сделать дешево, хорошо, и чтобы это работало. Поэтому вот около 1 миллиона пойдет туда. В районе там, я боюсь там ошибиться, по-моему, то ли 500, то ли 600 тысяч на 23 региона нам раскинули. Мало того, мы когда сегодня сидели, считали, подумали, нафига мы работаем в Беларуси, если в Польше там 70% только в одном Варшаве на автомобилях ездят. Мы вообще ужаснулись. Вот, поэтому сейчас смотрим белорусский рынок, вот ведем переговоры с российскими инвесторами, которые потенциально готовы вложить, просто они, одни говорят, ребят, мы хотим у вас выкупить, чтобы мы работали, только мы работали на территории Российской Федерации, другие говорят, мы хотим участвовать в проекте вот по такие условия, третьи говорят, мы готовы под такие условия, поэтому мы сейчас сидим, просто пытаемся как-то понять, как нам из этого всего, оттягиваем время, чтобы увеличить стоимость компании. Примерно так. Интересная стратегия оттягивать время, чтобы увеличивать стоимость компании. У нас на сегодняшний момент нет острой необходимости, вот в такущий момент нет острой необходимости финансирования. Мы сами самообеспечиваемся. Всем стартапам тогда. Так вось мне здаецца, што калі я пачатку праграмы сказаў, што праекты, які мы сёння разглядаем, абсалютна нестандартны, гэта так і ёсць. Бачыш, Юлія, не ўсе стартапы сядзяць у Імагуру, праходзяць акселератары і гэтак далее, і гэтак далее. Можна па-іншаму. І ў гэтым цэннасць нашай сённяшняй праграмы. Насамрэч мы так і не пагаварылі пра, власна кажучы, стартап, але размова крутая. Вось я вычытаў пра вас, што на самым першым этапе працы над RoadKit была зробленая памылка, звязаная з прыцягненнем аутсорсерных праграмістаў. Вось распавядзіце пра гэта, да, як вы прыйшлі да таго, што ўсё ж таки трэба ствараць сваю каманду. Об этом все инвесторы говорят. Вы понимаете, что это большая ошибка. Это сейчас сказали то, что я хотел сказать. Никогда не идите на старте к аутсортеру. Это типичный случай, когда вас надурят и так далее, и так далее, и так далее. Надурят почему? Потому что вас видит прежде всего мешок с деньгами, все, не более того. Он не знает, сколько у тебя там денег, 10 тысяч у тебя, там 1000 и так далее. Он говорит, он готов платить. А как он уже сделает? Из опыта могу сказать, что такое программирование. Да? Вот он сидит, он кодит. Что он там кодит, Богу известно. Точнее, ему, понятно, тоже известно, и так далее. И непонятно, что он там делает. Он где говорит, там сроки месяц, да, а по факту работает там на 3 дня. И когда я 2 раза, извините меня, прокололся на этой всей истории, я просто пришел к выводу, что тут либо кооперироваться с кем-то, либо идти самому в программирование. И самому идти в программирование, высокий порог входа. И, к моему счастью, у меня друг очень хороший мой, соответственно, мой соратник, он в тот момент тоже стал на пути там, то ли идти на работу, то ли идти куда-то в стартап, так скажем. Так. И он пришел к этому мнению, что да, давай вместе работать. Вот благодаря ему, в частности, я недавно сказал про команду, да, благодаря ему этот проект, 11 людей, да, то есть этот проект сейчас существует, он в том виде, в котором он есть сейчас. А вы планируете компанию в перспективе продавать? Либо вы хотите все-таки такой стабильно работающий бизнес? Понимаете, вот здесь вопрос, для меня это не бизнес. Давайте рассуждать логически. Заработали мы, к примеру, $5 миллионов. Вот положили мы в них в карман, дальше что? Я что их там... будет мне с ним, как сказал... Дальше 7, 10. Нет, так вопрос в другом. То же самое Стив Джобс, да, он сказал, что деньги не важны, вопрос время. Вы на мой вопрос не отвечаете. Я отвечаю сейчас. Для меня это прежде всего, и для меня, и для моей команды в целом, это вопрос самореализации. Сделать что-то такое, что действительно будет воспринято для конечного потребителя, это будет оставить свой отпечаток. Заработать можно, поверьте, я могу сейчас завтра, у меня есть знания, хватает навыков, и команда потрясающая. Мы завтра возьмем другое направление, может, более приближенное, ту же самую мебель, условно, что сейчас предлагают, да, и я знаю, что мы заработаем там. Но вопрос в чем? Что мы не самореализуемся здесь. Всю жизнь быть просто какой-то там а-ля бизнесмен, оно неинтересно. Простой пример. Меня звали на работу, очень хорошая зарплата, достойная. Но это монотонное выполнение каких-то пришел заказ, выполнил, отдал. В чем ценность?
В том, что кому-то стало хорошо, у него мебель стоит другая, или кому-то построили ангар новый. Да неинтересно это. Интересно сделать что-то такое, что вот поменяет сознание, понимаете? Вот просто вот переломит напрочь то, что есть сейчас, и скажет, вот да, вот эта команда, супер, сделали проект, который интересен людям, которые... Вы планируете его продавать? Нет. Потом? Нет. Пока не планируем, дальше будет видно. Ясно. Инвестиции у вас, скорее всего, не венчурные. Вот нас сейчас ломают в сторону венчурного инвестирования. Я почему был против этого? Потому что в моем понимании, в типичном понимании, если мы продали проект, то все, труба. Но мне немножко объяснили механику. Сябры, я мушу вас перерваць, тому што мы мусім сыходзіць з радыёэфіра зараз. Да гукарэжысёра нашага я звяртаюся. Давайте мы развітаемся з нашымі радыёслухачамі. Яны пачуюць выпуск навінаў, а ў соцсетках мы працягнем трансляцыю. Мы ж можам так зрабіць, правильно? Олег ківае. Прамежкавае развітанне. З намі сёння была Юлія Няхай з Бел.biz, Павел Свердло, а таксама Артём Радаман, рухавік стартапа Род, Кіт, радыёслухачы, да пабачэння. Наступная стартапніца ў наступную пятніцу. А ў Фейсбуку, ВКонтакте, в Одноклассниках просто не часто вельмі здараецца такая сітуацыя, да, калі мы не паспяваем за 40 хвілінаў. Вось, у Одноклассниках і на YouTube мы гэты эфір працягваем. Мы абмяркоўвалі венчурнае фінансаванне. Вас схіляюць да яго, але вы не схіляецеся. Нет, дело не в том, что я не склоняюсь. Простой пример. Я не типичный представитель, да, как говорится, там, из этих стартапов, которые проходят акселераторы, которым там вкладывают в голову то, что нужно. Простой пример. Не буду говорить про акселератор. Меня позвали туда, я туда ушел, потому что мне неинтересно. Там все, что мне говорят, я все это практически знаю. Какой, белорусский или российский? Украинский. Не очень приятная история возникла. Там, неважно. Да расскажите, это же самое интересное. Так, а что рассказывать? Когда мне говорят, нужно вот это, я говорю, подождите, а в чем ценность? Я знаю, что это нужно делать. Что нужно вот так двигаться. Извините, я знаю. А когда мне говорят, что нужно вот это, я говорю, нет, ребят, подождите. Это работает только тогда, когда вы идете на обум. Когда вы идете в долгосрочную перспективу, это не работает. Нет, работает. Я говорю, нет, не работает. И вот эта вся катавасия, я не говорю, что я супербизнесмен. Знаете, есть хорошая пословица. Если такой умный, почему ты бедный? Да? То есть я не говорю, что ты там бедный, не говорю, что ты там богатый. Но у меня есть четкая цель, к которой я иду. И слава богу, этой цели, вот все, кто со мной идет, они ее точно так же придерживаются. И когда меня начинают ломать и говорят, что нет, ты должен делать так. Опять же, вернусь к истории. Приехали инвесторы из России, мы готовы в тебя вложить там, в команду там, 500 000, но ты должен сделать по-другому. То есть, как по-другому? Вы не должны работать с поставщиками, вы должны работать непосредственно с магазинами. Так как с магазинами? Пользователь пришел, его цена устроит, но этот магазин будет через 30 километров. Какая ценность для меня, как конечного потребителя? Да никакой. И в конечном итоге мы пришли к тому, что мы хорошо, как они сказали, мы хорошо рубим лес, но, не туда. Я говорю, не, ребята, мы хорошо и рубим лес, и рубим туда, куда надо. И мы расстались. И та же самая была история с акселератором. Когда мне говорят, что ты должен сделать так, я говорю, не будет это работать, не в этом случае. Нет, надо делать так. Я говорю, ладно, один раз что делаем. Что не предлагали? Да там разные случаи были. Один вообще мне предложил, говорит, ты должен размыть доли. Я говорю, стоп, как размыть долю? У меня есть обязательства перед теми людьми, которые со мной работают. Он мне пришел и сказал, я готов вложиться, если ты вот это. Я взял на себя обязательства. Вы мне сейчас говорите, что я должен это обязательство нарушить? Так кто мне верить будет завтра? Да никто. Второй пример был приведен. У меня такое резюме, то есть хочется в любом... Наверное, вы же это сейчас того, да? У нас цяпер інтэрнэт резінавы, як кажуць, да, можам, в прынцыпе, паразмаўляць. Вось, але можем и... короче, давай. Да, в любом случае, такой интересный наш гость, и я однозначно слушаю это все и ловлю себя на мысли, что вот любой новый проект делает Минск и Беларусь лучше. Это самое главное. А венчурная эта история не венчурная, стартап, не стартап, размывается доля, не размывается. Это как раз важно. Вот там, где начинаются доли, мне сдается... Можно я встряну немножко? Да, конечно. Поясню. Дело в том, что вопрос не в том, где он делается, вопрос, кем он делается. Да, давайте исходить из этого. Минск, это Беларусь, там, США, неважно. И мы все-таки сходим из чего? Да, хорошо. Вот Минск не важно, Беларусь не важно. Какие у вас потребуются вложения для того, чтобы наладить все то же самое в России? Да, ровно что там практически все то же самое. России, так это много. Стартап — это когда открыл кофейню, потратил 10 тысяч, а следующую кофейню, чтобы еще 10 открыть, потратил 50 или еще меньше. Хорошо, Apple стартап был?
Ну, когда-то был стартап. Сколько они вложили в него, вы помните? Нет, не помню. Ну, около 70 тысяч Ну, долларов хорошо. на старте. Ну. Это стартап. По вашему пониманию, может быть, позвольте, я парирую, может быть, я не совсем буду технично говорить, но тем не менее. То есть в вашем понимании, если я пришел, я не знаю, там, условно говоря, наладил производство стулов, капец, я стартап. Нет. Другой пример. Я наладил производство лайтбоксов, я стартап. Да Зависит от того, что дальше вы делали с ними. Если у вас эти лайтбоксы какие-то очень Нет, умные. подождите, вы они сейчас сказали ну, вполне конкретно. Я да. открыл кофейню, я заработал первый чек 10 тысяч рублей, я стартап. Нет, я сказала то, что на открытие первой кофейни вы потратили 10 тысяч, а на открытие еще 5 вы потратили не 50 тысяч, а гораздо меньше, например, 5 тысяч. То есть вот это вот, все эти расходы, вы придумали, как их оптимизировать. Вот это стартап, это прогрессивная либо технология, либо бизнес-модель. Вы придумали, как можно неочевидным образом зарабатывать деньги. То есть вот этот кейс, что привлечение клиента вы снизили до $0,3, это очень круто. Вот это, здорово, но дальше вот, что-то я не понимаю. Я поясню. Значит, Да. смотрите, берем 10 офисов, условно, берем 10 офисов. Задам вполне логичный вопрос. Сколько, понятно, что разные структуры, но, допустим, предположим, сколько на этих 10, я возьму бухгалтерский учет, да, сколько на этих 10 офисов нужно бухгалтеров, чтобы они могли совершенно спокойно наладить товаропоток? Я не знаю. Ну, я вам скажу из опыта, да, то есть, что это нужно посадить в каждый офис по бухгалтеру, хотя бы просто по бухгалтеру-калькулятору, который примет накладную, который ее там выпишет, отдаст и так далее. Первое, что мы сразу уже сделали, да, то есть к чему мы уже идем и уже ведем переговоры с оператором, это мы сейчас переходим полностью на электронный документооборот. У нас будет 2 бухгалтера, правильно. которые будут сидеть. И у нас система, все вот эти вот проводки, она будет делать все самостоятельно. Единственное, что я сейчас очень бью со своим бухгалтером, на меня там уже чуть ли не кидаются с бейсбольной битой, говорят, должно быть 1С. Я говорю, да не надо это 1С, не нужна она, неинтересно. Давайте все сделаем на Подождите, вот стороне из сервера. бухгалтерии, это вот ваше ноу-хау вы придумали, как это оптимизировать, либо вы просто Есть, используете современные технологии? Это наш, я не хочу просто раскрывать многих вещей, потому что это, это наши наработки, это наши вещи, которые там они все пересчитывают, это и с юридической стороны и так далее. Я скажу лишь одно, что от момента прихода заказа до момента получения, вот с точки зрения документа оборота, будет проходить буквально 5-7 секунд. Все, не больше. И даже не участие ни бухгалтера, ни менеджера, ни кого-либо не надо в принципе. Это очень сильно оптимизирует работу, это все ускоряет. То есть у вас такой legal стартап получается? Как угодно назовите нас. Нас как только не называли, понимаете? Legal стартап — это стартап на тему, это юридический стартап, это оптимизация документа оборота и прочее. Смотрите. Это получается вообще другая тематика, нежели мы говорим. Секундочку, я вам поясню. Нас не совсем правильно позиционируют. Мы вот для себя, чтобы вы понимали, мы не типичные представители там маркетплейса, Я уже поняла, да. не типичные представители просто магазина, да. Вот в моем понимании, и все-таки я его придерживаюсь и буду придерживаться, что это некий симбиоз, да, там магазина, там юридическая, бухгалтерская история, там всех этих механизмов. Но прежде всего, самое главное, что вот в нашем случае, о чем мы говорим, это все-таки направлено на то, чтобы конечный потребитель получил быстро, по справедливой цене, и прежде всего быть уверенным в том, что сюда обратившись, у него не будет никаких проблем. Простой один из примеров, мы даем сейчас возможность, тоже сейчас, даст Бог, у нас получится договориться с белорусской таможней, чтобы вы могли заказать запчасти хоть из Германии. Вы просто нажали одну кнопку, а что там будет дальше происходить, это вас вообще волновать не должно. То есть, вы должны, грубо говоря, понимать, что 10 дней на доставку, через 10 дней должен постучаться вам курьер в дверь, сказать: здравствуйте, спасибо, что вы к нам обратились, вот вам ваша запчасть, мы будем ждать вас еще. Вот это должно быть, а не так, что как у нас сейчас это работают. Здравствуйте, может быть когда-нибудь, ой, вы знаете, нет, у нас ничего не получается. Вот это основа. Мне здаецца, што не вельмі прынцыпова ўсё ж такі імкнуцца ў нейкія крытэрыі, да, ў нейкія рамкі, ў нейкія азначэнні, як бы сілай запіхваць гэты праект. Да? То бок, калі ён шукае рашэнні і ў legal сферы, да, і ў сферы падыхода да спажыўцоў, і ў тэхнічнай сферы аптымізацыі пошуку. Чаму ён не мусіць гэтага рабіць адначасова по всех сферах одразу? Нет, безусловно. Прежде чем стартап определит свою бизнес-модель и вообще вот идет всю эту юнит-экономику, это долгий путь, это очень много гипотез надо протестировать. Просто изначально, когда вот я только пришла, присоединилась к вам, и мы начали говорить о каких-то вот конкурентных преимуществах и прочее, для меня было совершенно непонятно. То есть
сейчас вы вот очертили какие-то вот черты, которые, вот, может быть, у вас есть какой-то ноу-хау, но на самом деле тоже я бы вот углубилась в него для того, чтобы лучше понять, в чем его суть, да, потому что, ну, вот legal стартап — это, ну, как я уже сказала, например, оптимизация документооборота, да, то есть это именно то, что вас очень сильно отличает от конкурентов. Они не смогут это повторить за 3 месяца. И хорошо, если они не смогут это просто так повторить за полгода, или, а если за год, это вообще супер просто. А так вот, ну, то есть вы сразу сказали, что наша фишка в том, что он ищет карданный вал, и не надо вводить артикул, но это как бы так, соу-соу на самом деле, конкурентное преимущество. А если вы придумали, как это все оптимизировать, и, ну, тогда, наверное, да, make sense. Дело в том, что если я сейчас начну рассказывать про все фишки... Вы что сюда которые мы пришли? Вы же пришли рассказать о себе. Я Мы все понимаю. порадовались Понимаете, и в чем прочее. история? Есть решения, которые лежат на поверхности. Они реально лежат на поверхности. Потому что вы понимали, одна из идей, как оптимизировать налоги, пришла вообще просто с потолка. У меня там знакомые, я не буду говорить сферу для того, чтобы не раскрывать всех тайн, да? Они платят, ну, там, налоги не от своей там выручки, да? не своего оборота, от своей выручки. Когда я сел, я говорю, а как? Я спросил, говорю, слушай, ну ты работаешь по 10%, ты платишь 5% налоги. Да, так подождите, оптимизация налогов. Вы оптимизируете налоги для себя, правильно? Не для ваших клиентов B2B-шных. Правильно? У нас нету как таковых B2B-шных клиентов. Ну, подождите, поставщики запчасти — это ваши B2B-шные клиенты. Секунду, вот смотрите, есть, условно говоря, некая там, ну возьмем там, город условно, назовем так, да, чтобы было проще воспринимать. Вот вокруг него стоит забор. Вот. Ответьте четко на вопрос, да или нет. Вы оптимизируете чьи налоги? Свои или клиентов? Свои. Никаким образом мы не внедряемся, мы никаким образом не нарушаем работу ни одного из поставщиков. То есть для того, чтобы эффективно работать на рынке России, вам тоже нужно вступить в свободную экономическую зону. Мы можем из Беларуси это делать совершенно спокойно. Да, можете из Беларуси. То есть это единственное конкурентное преимущество? Подождите, ключевым моментом для того, чтобы исключить... Вот приходит нам поставщик, говорит, давайте работать. Точнее, наоборот, мы приходим, давайте работать. Если мы говорим про электронный документооборот, про всю эту историю, связанную с налогообложением и так далее, да, то это затрагивает непосредственно всю работу бухгалтерии поставщика. Мы нашли способ для того, чтобы этого не делать. То есть для поставщика это остается привычным в его понимании договор купли-продажи, ДКП как таковой. Да? То, что внутри нас происходит, это достаточно тяжелый процесс. Да? То есть это с точки зрения там, юриспруденции, с точки зрения бухгалтерии, это действительно тяжелый процесс. И для того, чтобы его максимально оптимизировать и упростить, вот мы пошли по пути там, написания своих серверов и так далее, и так далее, и так далее. Вы как сказали, онлайнер технически, как я сказал, поверьте, вспомните мои слова, технически он повторить может. Да, то есть там, сделать там, поиск по кардану и так далее, и так далее, и так далее. Но для того, чтобы у него это все работало настолько эффективно, как работает у нас, ему не хватит, у него не будет возможности. То есть, почему я недаром сказал, что вопрос замотивированности. Да? Вот у нас, например, есть технический специалист Денис. Да? И мы говорим, как? Я говорю, Денис, надо вот это сделать. Он каждый раз, когда я к нему прихожу, он уже такой, господи, когда же ты от меня отстанешь? Причина очень простая. У нас нет вопроса о том, можно это сделать или нельзя это сделать. У нас стоит конкретная задача, которую надо решить. И вы там, простите меня, хоть палкой, хоть, не знаю, хоть там кого угодно, но это должно работать. Придите, скажите в онлайнер, вот это надо сделать. Да, простой пример, господи, Еврозапчасть. Говорю, ребят, вот это давайте сделаем. Ой, нет, мы слишком крупная компания, и так далее, и так далее. Они сейчас онлайнер, да, в своем виде, они вообще молодцы. Ну, действительно молодцы. Но они крупные, они неповоротливые. И для того, чтобы нам что-то сделать, я не бросаю им сейчас вызов, не дай бог, сейчас начнут делать еще. Я пару раз думал, до речі, про это. Онлайнер. Коли кто-нибудь глядит зараз наш эфир. Нет, давайте откровенными быть. Онлайнер, они в свое время вошли в свою нишу, они ее заняли очень плотно, и они молодцы. То есть это, ну, если не ориентир, то как минимум, наверное, показатель, да, для того, чтобы идти в их сторону. Но есть вещи, которые... Почему БелАЗ не делает легковые автомобили? Да, потому что нужно производство перепрофилировать. Да. И наоборот, почему Лада не делает БелАЗа? Да потому что, опять же, то же самое производство, есть своя ниша. Он свою нишу занял. Может ли, конечно, вопрос необходимости. И для того, чтобы сделать то, что сделали мы, онлайнеру надо... Это мы потратили свои, там, условно, $300 тысяч. Да? Carfix на сегодняшний момент ввалил сумасшедшие деньги, до сих пор не добился результата. Сябры, мне здаецца, што ўсё ж таки нам трэба резюмаваць, як казала Юлія, і мне здаецца, што, в прынцыпе, всю гэту дарогу, амаль гадзіну, мы размаўляем пра канкурэнтныя перавагі гэтага стартапа. Іх уже было пералічана
Раз, раз, два, три, четыре, пять, там 8. Ну, хопіць. Добра. Добра. Вось, яшчэ было не асветлена, канешне, падчас нашага эфіра тое, што я чытаў пра Родкіт, тое, што у вас змянялася бізнес-мадэль некалькі разоў, і вы прыйшлі да таго, што там з крамамі працаваць дрэнна, яны не разумеюць, адкуль да іх прыходзяць людзі, яны перастаюць плаціць абаненцкую плату. Вось гэта быў бы цікавы досвед, але ладно, ўжо ўсё роўна мы ў эфіры нашмат даўжэй, чым планавалі. Таму давайте яго завяршым. Абсалютна нестандартны выпадак у нас быў сёння ў стартапніцы, гэта Родкіт, прыкладанне для таго, каб шукаць запчасткі для аўтамабіляў. Разумны пошук, да? У вас неяк змяніўся слоган. Дарэчы, яшчэ мы не пагутарылі пра тое, што тут ёсць. Чому он умный? Таму што ён Умный. разумны. Да. Ну, ясно. Вось, тут давайте ўсё ж А таки вы покажем. используете искусственный интеллект? Глядзіце. Чуть-чуть. Чуть-чуть? Скажем. Скорее нет, чем да. Артём прынес тое, з чым яны ходзяць да патэнцыйных К партнёраў. інвестарам. Да? Да патэнцыйных партнёраў яны ідуць з папяровым, з папяровай прапановай, якую можна ну вось пагартаць. Я думаю, што гэта нейкі нават важны сімвалічны крок, да? Тое, што гэта ўсё высылаецца не па электроннай пошце, перамовы адбываюцца ў рэжыме рэальнага часу, вось, і магчыма не кожны рынок, да? Але вось рынок аўтамабільны, гэта для людзей важна, да? Каб вы нешта прынеслі і ім Ну, не совсем правильная трактовка. Дело в том, что ну я гэта так чтобы зразумеў. было понимание. Вот эта вся история, вот, что вот здесь вот, да, описано, почему она появилась? Да все просто, потому что, к нашему глубокому сожалению, да, мы собирали метапы, собирали людей, объясняли, рассказывали, показывали, в конечном итоге пришли к выводу, что это бесполезное занятие. То есть почему оно бесполезно? Есть люди, которые хотят, есть люди, которые не хотят. Да, и тем, которые не хотят, то хоть там танцуй его за них, они все равно воспринимать информацию не будут. А как выделить из тех, кто хочет, кто не хочет? Я просто вот элементарно, ну, попробовал с ним, поработал, захотел, оставил. И вот это руководство, которое мы даем непосредственно уже конечному нашему партнеру, это именно тем людям, которые заинтересованы. Вот он, чтобы снял для себя все вопросы, которые у него возникают. Гэта менавіта не для спажыўца, а Нет, для, это для нашего напрыклад, партнера поставщика нейкага магазин. запчастки. Это магазин, Для через который мы крана. будем выдаем запчасти, в частности. То есть, да, то есть мы, как один сказал, один из наших партнеров, вы, говорит, с ума сошли. Вы, говорит, люди работают по бухгалтерии на аутсорсе, а вы еще точки на аутсорс берете. Ну, то есть вот такие вот моменты. У нас многие нестандартные решения, которые, как я говорил ранее, есть на поверхности, но просто их никто не применяет. Почему не взять эту же самую точку для самовывоза, там, не знаю, магазин? Мы можем взять, даже завтра, условно говоря, сейчас мы вот идем в сторону штрих-кодирования, можем взять Беларуснефть, элементарную, любую точку абсолютно, где угодно вход, да, приезжаем, подписываем договор, мы даем руководство, завтра он с нами работает, через него выдаем запчасти. Все. Як табе такое, Илон Нет, Маск, так это да? правильно, да. Усім, хто прыходзіць сюды, мы прапануем сустрэцца, там, не ведаю, праз паўгода ці праз год, і абмеркаваць, які шлях прайшла кампанія за гэты перыяд. Ці спраўдзіліся прагнозы, якія былі выказаны ў гэтай студыі, да? Ці было знойдзена столькі фінансавання, колькі разлічана, да? Ёсць згода. Карацей, будзем сачыць за стартапам Родкіт, і зараз сканчаем нашу трансляцыю ў сацыяльных сетках. Юлія Няхай, Артём Радаман, Павел Свердлов працавалі для вас гэтую гадзіну. Да пабачэння.